Расскажите, пожалуйста, о ходе вступительной кампании абитуриентов из временно оккупированных территорий. Как они в этом году будут поступать в высшие учебные заведения Украины на материковой части? Ну, давайте сразу же оговоримся по возможности в связи с тем, что ситуация на данный момент неопределенная, потому что вопросы с коронавирусом как на территории Украины, так, к сожалению, на оккупированной территории постоянно меняются. Вы сами видите, что произошло с пробным ЗНО, когда в последний момент его отменили. Также хочу сразу оговориться, потому что очень активно используют эту тему, вступление не без ЗНО, то есть вступление, которое вузы Украины предусмотрено, оно предусматривает тоже конкурсный отбор. То есть детям с Крыма необходимо будет сдать два обязательных экзамена. Это история Украины и украинская мова. Кроме того, необходимо будет сдать еще третий экзамен. Это профильный экзамен, тот экзамен, который необходимо по профилю, который ребенок будет вступать. По датам, которые сразу мы можем говорить. Даты тоже необходимо постоянно будет мониторить и звонить и обращаться в тот образовательный центр, который собирается поступать, потому что вы видите, они меняются ежедневно. Пока на сегодняшний день даты определены такие, что где-то 19-20 завершается прием экзаменов, и в это же время завершается прием документов. Поэтому здесь необходимо быть очень внимательным, потому что 20, когда завершится прием документов, уже будет проводиться зачисление. То есть необходимо будет приезжать раньше. Мгм. Но еще один маленький нюанс. А если экзамены по истории Украины и по украинскому языку необходимо, возможно сдавать уже прямо сейчас в школах, которые закреплены за образовательными центрами, то профильный экзамен можно будет сдавать только в сентябре. То есть вам необходимо будет определиться, чтобы не ездить несколько раз на территорию Украины, а лучше приехать и сдать это все одновременно. Что же за цифра 23 октября, до которого будет работать образовательный центр? Это момент вступления на коммерцию, на небюджетную форму. Поэтому еще раз обратите внимание, 19-20 августа — это последние сроки, когда есть возможность поступить на бюджет. Куда же поступать? У нас на сегодняшний день есть 88 университетов и более 120 колледжей. Колледжи — это тоже высшее учебное заведение первого-второго ступени. Поэтому их громадное количество, и вам возможно будет зайти или на сайт Альменды, или на сайт Министерства образования и обратить внимание, где они есть, потому что там несколько вузов, которые только для Донецка, несколько вузов только для Крыма. Поэтому обратите на это внимание. Мгм. Кроме этого, еще на что обратить внимание, когда вы будете поступать, обязательно прозванивайте стоимость проживания, потому что она тоже колеблется от бесплатного до определенной суммы денег, которые есть, и она снова-таки варьируется в разных ситуациях, которые у нас есть на сегодняшний день. Количество мест, которые выделены крымчанам, это тысячи мест, которые у нас есть. Но это так называемая квота 2. То есть 20% от всех бюджетных мест, которые есть в данном вузе. И минус, который существует, у крымчан есть только одна возможность для поступления. Мгм. Вы сказали, что два обязательных экзамена — это история Украины и украинская мова. Абитуриенты могут сдавать эти экзамены дистанционно, либо им нужно приезжать на материковую часть? Нет, пока на сегодняшний момент им необходимо приезжать на материк. Кроме этого, те дети, которые сдают ЗНО, и если у них не получается, не проходят по баллам, они тоже могут поступать через образовательные центры. Но тогда им не нужно будет сдавать тот же украинский язык, то есть они просто показывают сертификаты. Мгм. Ну вот давайте пошагово проговорим с вами коротко, да, вот допустим, вот предположим, вот абитуриент находится на территории временно оккупированного Крыма, он получил вот эту вот Филькину грамоту, да, о завершении средней школы, вот этот вот так называемый аттестат, и у него кроме этого ничего нет, и вот как ему с этим аттестатом, куда ехать, что делать, и плюс мы же знаем, вот эти вот дети, которые учились в оккупированном Крыму, у них уровень истории Украины, уровень украинского языка, позволит ли им получить достаточное количество баллов? Ну, первое, этот аттестат можно запрятать, только некоторые вузы могут его попросить. Но
он не нужен вообще. Необходим только документ, который подтверждает личность. Это украинский паспорт, либо это свидетельство о рождении. Мгм. С этими документами приезжаете в образование. Желательно сначала, естественно, перезвонить, потому что ну, каждый вуз имеет свои, могут иметь какие-то определенные особенности, но они незначительные. С этими вы приезжаете и там оформляете так называемую образовательную декларацию. И с ней идете в школу. И уровень, на который сдается, это уровень школьный, это не вузовский уровень, не который. При этом очень лояльно относятся к абитуриентам и абитуриенткам из Крыма. Кроме этого, необходимо помнить, что конкурс, в котором будут участвовать крымчане, это конкурс между самыми крымчанами. То есть, если у нас 10 мест, а поступило, например, 12 заявок, вот конкурс будет между 12 людьми. А если на 10 мест 5 заявок, значит, все поступят обязательно. То есть крымчане только сами с собой, можно сказать так, вот соревнуются. Уровень, который есть, это обыкновенный уровень школы, который существует. И на данный момент громадное количество дистанционных курсов, которые есть в Украине. Это та же самая Эдера и ряд других подготовительных, которые готовят как ЗНО, так и просто есть образование. То есть обыкновенного уровня будет достаточно. Кроме этого, частично знания из той же самой истории, которые есть, они тоже возможны. То есть, ну, то есть ряд моментов все-таки отличается, в основном тоже история тоже у нас подходит. Но украинский язык здесь уже необходимо будет. Хочу отметить также, что любая оценка положительная, любая. Мгм. А, а, После а есть того, как такое понятие, как проходной балл? нет, абсолютно. То есть, если, давайте так, можно сказать, грубо, вы наберете минимальные баллы по истории Украины, по украинскому языку, по экзамену в ВУЗе, и вы будете там одни, вас примут с минимальным баллом, который у вас существует. Мгм. Ну и Продолжаем идти, если можно сказать, я прошу прощения. да. Сдав эти два экзамена, заполняется образовательная декларация, и вы с этой образовательной декларацией идете опять в этот же вуз, возвращаетесь. Хочу подчеркнуть, что школа находится рядом с вузом, то есть к каждому вузу прикреплена своя школа. Вы возвращаетесь туда, и вам говорят, когда вам необходимо прийти и сдать профильный экзамен. В каждом вузе вывесены требования по профильным экзаменам. И, то есть вы уже будете знать, что вам сдавать. Ну, например, там на информатику, например, это может быть еще там физика или химия, по биологии, если вы поступаете, это биологические, там, медицинские, то есть вы уже решаете сами. Мгм. Сдав этот экзамен, вы принимаете участие уже там между сколько есть заявок. Обычно заявок гораздо меньше, чем количество поданных документов. При этом, что крымчане не будут соревноваться ни с кем. То есть это вот для них есть вступление, которое у них существует по квоте 2. Это только для крымчан. И И скажите, после этого да. вы ждете результата. 20 числа вам уже сообщат, и до 22 вам необходимо ну, дооформить документы, которые там, может быть, ну, вообще-то практически ничего. И вы зачислены. Мгм. Ну вот скажите, последнее, попрошу очень коротко ответить. Вот как бы вы убедили абитуриента из временно оккупированного Крыма, что нужно поступать в высшие учебные заведения на материковой части Украины, а не в Крыму? Вы сидите в комнате, у вас комната закрыта и открыта только одна дверь в Украину. Больше никакого, ни форточек, ничего, больше ничего нет. При этом эта дверь не только в Украину, это в мир. Но эта дверь как раз и есть Украина. Только через нее вы попадете в мир и получите качественное образование. Потому что вузы, которые предлагают, это вузы из десяток самых лучших вузов в Украине, которые существуют. При этом это вузы, которые входят в лучшие вузы мира. Украина вас ждет. Если что, обращайтесь, мы поможем.